Один, окунешки второй. Это все коневская культура. Вот если вот там беленький или желтенький, ну просто Усилить да, кое-где. Да, вот личины сами и вот эти. А так-то вот вообще хорошее направление. Ну и вот это тоже, вот это тоже оттуда, Окуневскую. Только чуть другой подход я сделал. А почему архиварт интересует? Не знаю. Петроглифы вообще тема обалденная. Я кайфовал на сундуках, на подъезде, там где с котлом петроглиф. Не попадался? Котел и мешает человек. И там же еще два лыжника. Блин, такие петроглифы вообще. Это тагарский период, наверное, ты говоришь. На лыжах. Да, да. Так я вкратце расскажу суть. Приехал и у нас в школе начал с чужих слов рассказывать. И Хаит Ултургашева говорит, вот он рисует, ну, не его слова. Все-таки, я считаю, искусствовед должен знания иметь, историю знать, и о культурах, которые здесь были в изобразительном деле, наскальные рисунки. А он рассказывает, вот Ултургашев один в один перерисует, на холст перенесет. Ну ладно. Мне стало обидно немножко, как-то не то говорит. Потом других художников начал, кого возвышать, а кого хаять. Оказывается, он по заказу на деньги рассказывал и чужие слова повторил. Ладно. Но я немножечко не удержался, я подошел ему, говорю, а тут-то неправильно ты говоришь, то там поговорили, ладно. Вот Ирина Конна-Кидиека мне говорит, ты вот рисуешь там лошадей, средние века затронул там или еще что, а ты попробуй сделать на вот окуневскую культуру. У меня 2 книги по куневской культуре, я сажусь и давай себе конспектировать все, что мне нужно оттуда выбрать. Короче, я все прочитал и пришел к выводу. А Ултургашев-то прав, он, оказывается, как иконизировал, как иконы их в центр выводил эти личины. А там это даже целое, раздел целый про икону такое. И я понял Алешичу, да, мне, как сказали, беспредметно живопись делать, вот окуневскую, а я не могу от личин уйти. А личины одну главную роль играют в этом деле. Вот я и опять вынужден или пришел к выводу, что вот та работа, это мировая гора, вот, символ мировой горы, допустим. Но вот здесь личины я по-своему пытался, я большую композицию пятен находил, а потом уже там уже личины располагал. Хочу отодвинуться вот на эти 5000 лет назад и попытаться выразить, ну, через свое понимание. А вот это у тебя с белого холста или нет? Белый холст, да. Ну, белый грунт имеешь вот такой вот, да? Ага. Ну, вот, в общем. Ну, вот эту работу последний раз членов Союза была выставка. Я 2 линогравюры выставил и 5 вот эту раз и откинули. Но меня не понимают. Кто откинул? Ну, выставком наш Краснов, Ульянов и Кобыльцов. Мои друзья. Герман Николаевич, вот как вы поясните символы, допустим, ну, для меня, обывателя, я бы хотел узнать, что вы нарисовали, как вы поясните? Это есть такой камень, дева. Я как понимаю, это изображение более реалистическое тех времен, 5000-летней давности. Тут и косы, и все. Это камень, вот я за основу ее взял и попытался погрузиться в глубину древности, глубину тысячелетий. Вот
как я могу эту показать глубину через живопись, через попытка вот такая у меня. Ну вот смотри, вот у Тургашева, у него краски более темные, у него холодных цветов, мне кажется, больше, а у тебя как-то светлых больше, теплых. А я, вы заметите, вот в своих работах я больше придерживаюсь более коричневой, более степной части. Вот поэтому у меня вот как вот этот цвет коричневатый, охристый, как-то оно ближе к степной части, ведь курганы и вот эти менгиры больше стоят в степной части. В тайге тоже есть небольшие плоскости, допустим, и там тоже есть курганы. Вот в Сырах видел такие места. Ну вот вкратце, Виктор, это сложное дело, но я делаю попытку. Как оно поймется, это не мои дела уже. А вообще по вспышкам, ну вот, грубо говоря, на этой стене вот это вот бьет по контрастам. А на этой стене вот это. Раз, да, вторая вот срабатывает. То есть там, где у тебя более контрастные, да, они цепляют. Привлекает да. внимание. И контраст, в принципе, по светлой части. И вот если, допустим, вот на такие вещи плескать светлого контраста, оно тоже будет вспышечку давать визуально. А я больше в композиции, знаешь, что ищу? Я расположение пятен в формате. Вот 4 угла в композиции должны быть по тону, они разные. Ну, что темнее, что светлее. Они все должны быть разные, да? У меня, если я эту задачу преследую, конечно, но расположение светлых и темных пятен в формате, вот я над чем больше упор стараюсь сделать. Вот по этим двум работам. Вот раз, два. Но, а углы-то, вот левый угол самый темный, тот правый самый светлый, а эти промежуточные. Ну вот это у тебя более контрастно. Но здесь я больше типа композиционный центр на контрасте я построил, Да, и поэтому она вот здесь... тебя визуально цепляет больше. На первое восприятие, как бы взгляд на ней останавливается. Потому что там пирамида, наверное. А потому что там еще прямые формы, а в других картинах этого, может быть, нет? А там овальные формы. Это как звук громкий и тихий. Вот это тихий звук, а это чуть громче. Там больше на нюансах все построено. Да, Но там, может, правда, надо... Но я, видишь, центр все равно светлыми тонами выделил. Ну, там уже ничего не надо, я имею в виду по дорогу дальше. Глубину как-то показать. Сейчас последнюю работу еще покажу, Виктор. Ты, наверное, гравюры мои не совсем видел. Вот эту гравюру выставлял. Это в Туве я был, на скалах, так деревья растут. У меня рисунок карандашный, а я его гравюру перевел. Линогравюра. Я что этот предмет веду в школе. Вот эта работа с Архангельска пришла, с российской выставки. Его они выбрали, одну из 4 линогравюр. Последнюю работу эту сделал. Майнашев. Это Майнашева я сделал. Вот домик сделал, он в Охоле жил там, с матерью со своей. Вот я попытался вырезать. Ну, естественно, деревня, тайга рядом и полумесяц. А он стихи писал, у него даже песни поет жена Зинаида. Вот как я встану из-под кургана, или помнишь, да, Сергей, слова такие есть. Ну, я вот тут, я композицию, опять пятна, темное, светлое, вот. Расположение пятен, композиционно решил. Ну, вот такие вот последние. Вот эти 2
что-то пытались тоже откинуть, но что-то оставили. Наши академики, я их зову. Вот такие дела. Ну вот это вообще удачно тоже. Она и читается так. А вот эта работа, вот эту, она давно я ее вырезал, но я написал 15-й год, и она вот на международной выставке была. А вот эти две работы были в Лондоне. Вот бумажка-то есть про Лондон. Вот эти две были. А, именно вот это, да? Я им предложил, а они выбрали вот эти. Вот здесь тоже я больше композицию ищу из пятен. Видишь, вот пытаюсь придать движение, динамику за счет этих линий. Но тут опять, видишь, наскальные рисунки. Ну, это москвичи выбирали. Я предложил 7-8 работ, но формат небольшой. Они выбрали. Ну, они сказали, я еще вон тот Хуртуяхтас предложил, темный, Сергей, вон, видишь? Говорят, сильная работа. Но я отправил вот эти две. Хотя там оказался не наш союз. А знаешь, какой союз? Сейчас покажу. Самое интересное. Александр Григорьевич, наше председательство, он не поверил, что я в Лондоне принял участие. Эту бумажка пришла, я понес ему. А он стоял, смотрел. Так это, говорит, не наш союз. Творческий союз художников России. Россия раскололась. Да там Свой сразу, союз да. Москвы, свой Да, союз да. Санкт-Петербурга. Оказывается, есть творческий союз художников России. Но это такие же художники, только раскололись эти. Вот. И вот такая. Топоев прикинь. тоже принимал участие, знаешь? Только у слышно. него написали второе место. Ясно. А сюда я отправил в Уфу 4 работы. Все линогравюры. А напечатали опять же вот эту же. Ага. Видишь, вот здесь перечислены все мои работы, которые я отправил. «Весна», «В Саянах», «Шаман» у меня там вырезан. А напечатали вот эту. Видишь, она здесь лучше смотрится, потому что уменьшена. А в другой книге, в Архангельске, она чуть по... Но выбирать почему-то ее. Получается, она у тебя- более значимая. Она у тебя воспринимается во всех форматах, и в большом, и в маленьком, и на приближении, и на удалении. Читается сразу. Но здесь я тоже расположение пятен, это же компоновка, композиция, углы сразу решаю, и если по диагонали размещаешь предметы, оно больше дает динамику и движение. Вот я на простых вещах, хочешь динамичную Здесь композицию? еще, как сказать, у нас восприятие золотого сечения, как сказать, по фотографическому принципу. Фотографический же принцип — это разделить вот так на 3 части и вот так. И поместить читабельный объект в одну из точек. Вот она у тебя читабельная позиция. Первое привлечение взгляда. Дальше пошло, здесь у тебя тоже точка, тоже смотрибельная боевая. Вот всё- этот контраст, да? Ага. Это все как бы на восприятие срабатывает, помогает воспринимать. У тебя вот здесь тоже, видишь, пересечение, точка, она читабельна. Вот когда это используют в создании фильмов, вот, допустим, это фильм по этому принципу, может, «Динозавр», мультфильм такой компьютерный, не попадался. Очень яркий, красивый мультфильм «Динозавр». Там большие съемки, там просто
такие виды, очень красивая природа, объекты на природе. И вот они все по этому принципу. Там камера едет из одной точки во вторую, или отсюда сюда. Буквально там полсекунды проезд, и она снимает здесь, потом сюда, сюда, вот по этим 4 точкам. А И вот человек А в этих снимает. местах я еще использую, называется выразительное средство композиции. Это одно из слов, это доминирующее пятно, там есть Ага. доминанта, потом контраст, нюанс, о чем мы сегодня говорим. В общем, это все выразительное средство в композиции. И здесь же одно из, особенно ли на гравюре, ты вон там резачки у меня лежат, Мгм. я на линолеуме режу. Мгм. Это это стилизация Мгм. слова. Стилизация это потому, что не как в натуре, не каждый листочек не сможешь вырезать. Их просто более декоративно решаешь, более условный такой язык находишь. И вот этим я занимаюсь. Вот здесь я все состилизовал. Всё. И облака, и небо, и траву, Вот и здесь у тебя по камень. контрасту классно прошло. А вот Видишь здесь... объект? Вот в левом углу верхнем. Ну. Вот его контрастность заставляет смотреть в этот угол. Ну. Сразу зацеп. И он не вываливается из общего И изображения. он там, да. Да. А найди такое место здесь. Вот для... Вот это сок. Для вот это вот просится. Я это пересмотрю, сделаю выводы. Виктор, ты же спец. Я привыкаюсь. А вот здесь мне это дал Нарылка фотографии вот из этих. Ну, он выставки проводил фотографии. Когда мне в руки попали, я посмотрел на них, как люди выглядели 2000 лет назад при рождении про маски. Христа. Маски-то. Ага, ну Из да, этих да, да. масок я попытался сделать композицию, но мне говорят, неудачная твоя работа. Вот думаю, как его чуть доработать. Но смотри, там есть более европейные черты лица, более монголоидные и промежуточные. Мгм. И я даже там нашел и Колю Черкова, и себя нашел, и так далее. Ну, Серега-то он выбирал, ясно, какие черты лица. Ты Он- на русском, да? Он дал мне. Это я выбрал из 30 фотографий вот эти. Я думал, повороты, искал, как сюда закомпоновать. Но я не нашел, какой-то язык надо, а то у меня как ковыль более реалистический язык. Или, в общем, нужно еще стиль, чтобы был везде одинаковый, похожий, чтобы в одном духе было сделано. Но вот здесь я чуть, видать, не доработал. Здесь- Хотя я выставил эту работу. Здесь, как сказать, тут Смелец. еще момент такой на грани, это вот контрастность вон того пятна, да, которое внимание забрало, и слабая контрастность переднего левого, правого нижнего края. Ну, как бы по восприятию, то, наверное, и правый нижний просится в контраст, либо хотя бы в затемнение какое-то, чтобы оно такое уже... Вот противовес тому Визуально. светлому углу, этот угол может быть еще темнее сделать, она лучше заиграет. Диагонали больше заработает. Контрастно плеснуть и может вот именно на темном уровне контрастно. И чуть А так покатать один пластик, второй, если этот заберут, туда же постучить. Ты же меня учил, помнишь? Виктор мне говорит, ты не одну работу рисуй, а 5, говорит, нарисуй, а потом, говорит, одну выставишь, одну себе оставишь, а 3 продашь. Нет, ну тогда была ситуация, что у тебя заходишь здесь, и все спрятано. Где?
И если что-то вот такое у тебя раз что-нибудь там спорхнуло, что надо как бы внимание обратить, то ты понимаешь, что это у тебя придут, забрали, у тебя этого не останется. А у меня тогда как бы визуальная сторона, что наглядно будет. Еще новость одну тебе покажу. Нынче сладкарница на меня вышла. Ага. Раньше кондитерская выходила, вон та коробка. А нынче вышли на... Это Да-да-да. раньше. Да. А сейчас вышла сладкарница. Понял. Они Молодец. пересмотрели художников и остановились на мне. Ну, красавчик. Пригласили договор, денежки кинули, еще про меня рекламу сделали. Не видел такие конфеты? Сейчас все, кто едет куда-то, везут эти конфеты, Здорово, берут. здорово. Ну, в общем, Я для кондитерской делал большую такую коробочку золотистого цвета. Ну, я не думаю, что она там много вот продавалась. 5 работ. Это тут у тебя, И наверное... здесь еще круто все написали, так нахвалили, аж иногда стыдно становится. Это, я думаю, попрет представительство Хакасии. Так а это скульптуры люди куда едут, оказывается, берут. да. И это самое. И вкусно, Новосибирск. и на память. А очень вкусно. Вот авторские дали набор, мы дома поели, и там они начинку делают вот как хакасы, черемуху мололи с маслом, толкан. Сейчас они к этому даже перешли. Свое, что было там. И, видать, неплохо. Правда, часть работы у меня здесь нет уже. Вот контрастное пятно. Ну, И здесь... взгляд цепляется. Да. Ну, вот такая новинка. Но сейчас уже в продаже, говорят. У меня здесь родственник один есть. К нему приезжает врач-то, который передачи. Как же у него фамилия? Часовников или как? По телевизору про здоровье он ведет. Черненький. Он же все в нашу тайгу ездит. И летом, и зимой, и осенью, и весной. А родственник у меня таежник сопровождает. И он у меня и картины иногда покупает. И он это... увидел коробку. А где? Мне вот в Москву лететь. Надо взять коробку. И не смогли найти продаж, да? Тогда только начинали они, а сейчас везде говорят. Есть. 450 рублей, оказывается, коробка Ты стоит. Киевская, видишь? Вот еще. Вот такой контрастик, вот туда бросишь. Вот, ну, на такие работы. Вот он просто просится, как недопетая песня. Видишь, 2 штуки. Вот по твоим этим. Красавчик. Ну вот здесь чистые холсты. Вот на днях только заготовил 10 штук. А вон там есть у меня. Сейчас я покажу ее. Я это для одного товарища написал. Он тоже. А ты фотоешь, все сохраняешь работу, или они у тебя разбежали? Нет, я не смотрю на это. Блин, Вот эту я выставлял. вот это ты это зря. Зря, да? Да. Вот смотри, да я хочу вообще все работы продать. Вот эта работа очень, я пытался придать режим, как же показать его. Всадник. Всадник из берегов Енисея я назвал. И вот такую, я ее уже выставлял. И один товарищ посмотрел, пришел сюда, говорит, я ее куплю. Ну, я задешево даю, за 15 рублей. А потом что-то не идет, я ту нарисовал. Ага. Теперь придет, и я хочу ту ему предложить. Потому что эту мне жалко. А с другой стороны, чего жалеть, куда как? Нет, ты ругать тебя надо. Ты давай фото и работай, или попроси кого-то, чтобы тебе фото и работу. Ну чё? А у тебя должна в электронном виде сохраняться работа должна. Вот посмотри, как эта работа выглядит. На основе той написано. Так, я так не могу. Так.
Ага. Там больше контраста, и там два всадника. Вот те в средние века, как. Но Ну, та тоже мощная работа. Да, да. Тут вот, смотри. Опять вот эта вот трешечка, да? Раз, два, три. Сработочка. Интуитивная, ну не, но у нас сработка на это, на восприятие. Так, да. А мне больше это нравится. Да. Потому что она больше смазанная, а я там. А он начал спрашивать, а что тут не четко все прорисовано? Но я ему более четче там все нарисовал. Потому что люди больше на это, а чисто творчески, чисто движение я здесь придал. Потому что Восприятие у людей оно уже сформировано. вот. Ты их уже уговаривать Да, куда-то. да. А эту даже я не хочу продавать. Ну и все не показывай. А с другой стороны, а куда мне их копить? Вот, вот работ море. Я тебе есть. так скажу, у тебя отберут и эту, и отберут эту. Но когда отберут, ты все равно делай третью, да? Но если возьмут, сейчас-то зачем мне их? А когда ты третью, ну, вариант, немножечко вот так, допустим, чуть-чуть осадить, ну, вот до этого уровня. Ну, Ну, здесь же пониже, да? Да, он ниже там, Да. И вот этих вот друзей может вот так вот куда-то вот. Сдвинуть чуть, да? Да, А может, то они- может даже чуть их там процентов на 30 собрать и вот как-то это. И может, ну, не знаю, просто Ну, как версия. Может, А я почему их выше Что, поднял? подлетели? Вот эту диагональ преследовал, видишь? Вот эту. да. Поэтому. А здесь у меня вот, даже вот вершина, видишь, вот эту диагональ преследовал. Нет, Чисто вот, композиционно. скажем, вот это читается как бы чем этот поярче, да? Ну, По там, восприимчивее. да. Но у того позиция на холсте более увесистая, чем Да, здесь. ну. Тот на холсте более низко сидит, а этот по цвету лучше читает. Там как бы она Здесь- присела там, Да, а вот здесь вот- чуть в дробь пошла. Вот ты вот это вот все возьми и в третью заряди. Ну, Все плюсы с этого собери, заряди в третью. Ну, но пока здесь эволюция- надо мне, холстики приготовил сейчас. Сейчас вот пейзажик немножечко тоже хочу поиграть с ними, по пятнам свои задачи порешать. Я здесь просто в тепло ухожу. Видишь, небо же не такое голубое. Я сознательно его утеплил, чтобы небо с землей, близки были по цвету, по теплоте хотя бы. Такие мелкие задачи. Вон ту работу еще не выставлял, весна, видишь? Но она многим нравится, многие пытаются даже купить, а я говорю, еще не выставлял. Но я правда, сейчас будет А не жадничай. выставка Работа преподавателей. хорошая, но не жадничай. Да. Да. Выставка преподавателей, хочу там показать, потом продам. Конечно, один мне так и сказал, он говорит, я пришел покупать, ты что жадничаешь? После меня вообще брать будут, типа такого. А я говорю, если я вот без рамок тоже же жду, когда денежки появятся, чтоб рамку. Без рамки это ж тоже не дело, правда же? Я занимаюсь. Я же ее взял, сфотографировал. Она, когда буду позировать, сегодня она платье свое забрала. Я говорю, мне некогда, я пока Куневской занялся, мне некогда сюда переключаться. Чуть-чуть помазал и остановился, думаю, а дальше не буду. Вот сегодня взял перед ее приходом пару пятен нарезал. И хватит, думаю. Потому что рисование это нужно, чтобы я потянулся туда. Да. Потому что это настрой особый должен. Через- Пока меня через награды эта там Куневская туда тянет. Но ищу пути, как это сделать. Это же непростое дело, правда же? И красноярцы приезжают, все молодые,
чемпионы мира, чемпионы Европы, чемпионы России, все мастера спорта. И они нас тюк-тюк-тюк сделали. Мы вторыми стали. С нами ездил Кононович, наш мастер спорта, гроссмейстер. Он проиграл. Самбурский ездил, мастер спорта по шахматам, кандидат в мастера по шашкам. Он проиграл, он на второй доске. Потом Вася Сагалаков, единственный он с мастером 1-1 сыграл. Я пол очка взял. Ну, одну ничего, одну проиграл. Но там система была другая. Не так, как ты начинаешь ходить, если у тебя белые, а там вытягиваешь. Сейчас покажу, система такая. Мы сейчас, кто ко мне ходит в шашки играть, мы вытягиваем бумажечки, а там написано C3, D4. Кто белыми, тот вытягивает, а он, может, вытянет G3, F4 и все. А я вот начинаю играть всегда C3, D4. И играешь ту игру, которая не по тебе, которая тебе... И вот когда я с этим мастером играл C3, D4, я начал, моя игра пошла, он кое-как на ничью ушел от меня. Потом руку пожал, говорит, вторую партию сильно сыграл. Но мне попался играющий тренер. Ну, в общем, так. Ну, грамоты не буду показывать, у меня их 8-9. Верим, верим. В 2015 году там автопортрет шел, и в электронном виде отправляли Кемерово. Я ее предложил и эту забраковали. Здесь у тебя по цветам хорошо очень. Они выбрали эту, и вот единственный Союза моя работа ходила туда. Но каталог еще не пришел. Тут звонила Юля с Союза, они говорят, да вот ждем человека, кто оттуда поедет в Абакан. Знаешь, по цветам что напомнила? Ананина напомнила. Помнишь, тут цвета, как интересно ставил вообще? Вон те кувшины же я поставил один раз 1 января. Нет, цвета здесь вообще так. Но им Хорошо почему-то люди. она больше понравилась. Ну, каталог там идет Кемерово еще. Вот сейчас будет, в середине лета будет это зональное Новосибирске. Вот сейчас надо туда готовиться. Что-то делать надо, мазать. Вот вся жизнь в этом и закручена. А что делать, да? И тебе же это настроение, тебе же это нравится. И все. Ну, нравится, конечно. Находишь время, прибежишь иногда на полчаса, пару раз мазнешь. Александр Григорьевич книгу выпускал, преподаватель художественной школы, и там нужно вкратце написать про искусство. Я написал: ни дня без мазка, ни дня без штриха. И все. Сколько у тебя в неделю получается здесь быть-то? Быть, когда как. Ну так примерно. Раза два. Ну, Ну, выходные отдушина, еще. полноценно отдушина туда О, получается. ну, я рад, что сверху мне дали эту мастерскую, и что есть где работать, где краска, и куда бы я это в доме делал, не знаю. В общем. Но надо дальше двигаться, работать. Иногда, правда, осторожничать. Фотографии. В обязательном порядке просто отфотать при дневном свете на хороший фотоаппарат, на хорошую камеру, просто все отфотать, что есть. И завести себе привычку. А ты где фотографируешь? На улице? Сам фотографирую, ну, просто ставлю напротив окна 45 градусов, ну, чтобы не отсвечивал прямой свет. А И то без вспышки Лариса света. Кискидосова пришла снимать. Ну и здесь в кабинете мы все сняли. А когда я понес в школу Кобыльцу Александр Григорьевич, он говорит:
смотри, все мутные. А ты посмотри, говорит, на мою. А он на улице снимает. Он на улице снимает, у вытаскивает. него и камера Камера адекватная. мощная. Да. Ну, вот, да, И каждый мазок у него все видать. Там краска может вот мазать. сейчас свет не тот, да? А, Прямой сон, Ну, прямой ну, свет. Ну вот как-то вот я думаю, если поймать вот так, когда нет прямого света, нет Мгм. источников при дневном, когда солнце где-нибудь там, вот как-нибудь вот так вот ставить, и снимать. и вот отсюда камерой снимать. Ну. Или на балкон там Да, приспособить балкон, что-нибудь. да, Правда же? да, Тут да, же да, не да. солнечная Да, у тебя сторона. все классно. Если солнце там Вот идет, на ту стеночку ну. можно либо фиксаторы какие-то, либо гвозди снимать. Вполне себе и со штатива обязательно, чтобы рука не дрожала и не мутно было. Ну архив нужен, ты, блин, и в обязательном порядке, как отснимешь, просто копии, например, Олегу Шавыркину занеси, у него база данных хранится по Хакасии, вы все у него хранитесь в закромах, вот реально, вот хранитель вас всех работ. Я ему вот послевчера или когда позвонил, я хочу эти книги показать, что вот эта графика значимая, что у него же она тоже есть. И пусть знает, что она была и на международной, и на российской. А на Россию попасть это непростое дело, конечно. Не, вот в плане вот информации, в плане графики, да, у него, наверное, собрание, я не знаю, Да я в курсе. он с музеем, по-моему, может потягаться или сделал музей. Он Ну, молодец. У него Ричард, у него как богато. Он Ричарда специально... Ну, Тодыкова работа да, у него есть Тодыков, еще. Ричард. Козласов Да, еще. богато вообще, и как он... Не, он молодец. Я в жизни очень ему благодарен. Потому что он выручал. У меня нет денег. Я все откину, сяду и делаю эту графику. Несу ему денежки. Домой приду, продуктов, живем дальше, да еще 2 дня или неделю. Вот, а он же выручал. Заставил тебя работать, а Заставил, работа есть. 100 работ у него И- лежит. да. Вот благодаря ему, мы с семьей сильно ему благодарны за все, что он сделал вот так по жизни.